Сегодня тема проповеди это продолжение, вообще на самом деле, прошлой моей проповеди, которую, я надеюсь, вы помните, не забыли. И мы будем говорить про воспитание детей. И сегодняшняя проповедь называется «5 шагов воспитания ребенка по-библейски». И мы будем читать из Священного Писания. На самом деле это вторая проповедь, но если вы помните, в прошлый раз я говорил о том, что такой фундамент, основание перед этим, это еще одна проповедь, которая называлась «Новая заповедь» Иисуса. И если вы будете смотреть, а вы смотрите онлайн, я рекомендую вам сначала посмотреть вот эту проповедь, «Новая заповедь Иисуса», потому что, кто помнит, о чем вообще это было? Новая заповедь Иисуса, это касается взаимоотношений с людьми, да? То есть старая заповедь гласила, что возлюби ближнего своего, как самого себя. Но потом Иисус пришел и сказал, что я вам даю новую заповедь, что возлюби ближнего своего, как я возлюбил вас. Он сделал для нас новый стандарт. И почему это важно? Почему важно это основание? Потому что наши дети, они тоже люди. И к ним нужно относиться соответственно. И я не буду этого касаться, но это была первая, наверное, проповедь. На прошлой проповеди, уже более фундаментально мы говорили, я не давал каких-то практических шагов в воспитании. Это то, что я буду делать сегодня, делиться. Но там вот закладывалось такое воспитание. И вы знаете, и кто в нашей церкви не первый раз, что если я проповедую какую-то серию проповедей, то обычно, когда следует следующая серия, я даю очень короткий обзор того, что было в предыдущей серии, как правило. Сегодня я хотел бы также это сделать, но коснуться более глубоко, напомнить, что это было, потому что это важно. И для чего я это делаю? Чтобы вы понимали, что существует связь. Хотя каждую проповедь можно слушать отдельно, но есть определенная связь между ними. И одна проповедь, она строится на основании другой проповеди. Они как бы наслаиваются друг на друга. Именно поэтому это называется серия, да? А не отдельная какая-то проповедь. Вот. И позвольте мне сделать сначала краткий обзор того, что мы рассмотрели до сегодняшнего момента. Итак, первая проповедь. Вы помните, что основное место Писания это было послание к евреям, 12 глава. И мы рассматривали те места Писания и вообще что важно. Когда дело доходит до воспитания детей, Бог является примером для подражания, которому мы должны следовать. Мы должны подражать Богу, а не нашим земным родителям. Хотя, если говорить откровенно, то по большей части мы поступаем так, как мы видели, поступали наши родители. И даже на самом деле, если в твоей жизни была такая ситуация, и ты смотрел, как твои родители поступают, и ты говорил, что когда я вырасту, я выйду замуж или я женюсь, я никогда не буду этого делать. Потом что происходит? Ты вырастаешь, у тебя муж или жена, у тебя появляются дети, и ты обнаруживаешь, что ты делаешь то же самое. Ты говоришь те же слова, ты делаешь те же самые поступки, и чаще всего именно так и происходит. Но для нас, как для верующих, истина заключается в том, что мы должны брать пример с нашего Небесного Отца в том, как воспитывать наших детей, то, как Он воспитывает и дисциплинирует нас, как своих детей. Все знают, что Он наш духовный Отец, да? Слава Богу. Итак, мы говорили о том, что как родители мы являемся представителями Бога здесь на земле. Особенно в нашей семье. И особенно, когда дети, они маленькие, потому что дети, они смотрят на тебя как на Бога. В их понимании, в их мировоззрении ты можешь все. И наша роль как родителей, она очень похожа на роль и ответственность Бога перед нами. Он наш духовный Отец, и у Него есть определенная роль в нашей жизни и определенные обязанности, которые Он должен исполнять по отношению к нам, Его духовным детям. Он тот пример, которому мы должны следовать.
когда дело касается наших детей. Кто-нибудь скажет аминь? Это так. И мы рассматривали, да, почему Бог, Он воспитывает и наставляет нас, да. Другими словами, мы смотрели на цель воспитания. Потому что важно понимать, в чем же заключается цель. Потому что если мы не знаем, какова цель воспитания, у нас может возникнуть совершенно ложное представление об этом, что в свою очередь приводит к тому, что дети растут вообще непонятно как, сами по себе. И полный провал в воспитании ребенка. И если посмотреть вокруг, я могу констатировать, вы знаете, это печально, но это нередкое явление не только вокруг, но и в церкви, не только в этом мире. Итак, чтобы выяснить цель воспитания, вы помните, мы смотрели на стих 10 и 11. И что там говорится? «Бог же знает, что служит нам во благо вечное и что делает нас сопричастными святости Его». И вы помните, что я читал в переводе Кулаковых вообще местописание, потому что в синодальном переводе в Библии вот это вот слово, которое употреблено в этих 7 стихах 10 раз, помните, греческое мы смотрели «пойдую», или там, существительное, либо глагол, оно что означает? Это одно и то же слово. И чаще всего в синодальном переводе оно переведено как наказание. И только несколько раз как наставление и как воспитание. Но мы говорили о том, что это одно слово, и что оно означает воспитание, дисциплинирование, наказание, наставление и так далее. На самом деле можно поставить знак равенства между всеми этими словами. В нашей культуре эти слова похожи, но они не являются синонимами для многих людей в их понимании. Для многих воспитание, оно может существовать отдельно, без наставления, оно может существовать отдельно, без наказания. Но я тебе скажу, что это заблуждение. Если ты хочешь, чтобы твой ребенок вырос самостоятельным, благочестивым и вел успешную взрослую жизнь, то им нужно заниматься. Его нужно воспитывать, его нужно наставлять, его нужно наказывать. И в этом заключается процесс воспитания, и мы этого коснемся. Итак, Бог, Он воспитывает и наставляет, и наказывает нас так, для чего? Для того, чтобы мы, как Его дети, стали походить на Него. Мы стали сопричастниками Его святости. То местописание, которое мы прочитали. Особенно это касается Его моральных качеств. Бог говорит: «Я свят, и вы будьте святы». Он хочет, чтобы мы были святы. Бог хочет, чтобы мы были праведными. Бог милостив и милосерден. И Он того же хочет и от нас, чтобы мы были милостивы и милосердны. И причина, по которой Бог воспитывает. Я вот сейчас хочу такое отступление сделать. Каждый раз, когда я говорю «воспитание», ты можешь для себя ставить знак равенства и говорить наставление, наказание. Итак, когда Бог нас воспитывает, наставляет, то цель для нас заключается в том, чтобы мы стали походить на Него. Он добивается этого. В этом цель Его воспитания. И для нас, как для земных родителей, наша цель, воспитание наших детей, в свою очередь, она похожа. В чем цель? Помните, мы говорили? Мы воспитываем наших детей для того, чтобы подготовить их к взрослой жизни. И чтобы помочь им вырасти самостоятельными и благочестивыми. Что означает слово «благочестивый»? Мы также этого касались, вы помните? Есть много различных формулировок и длинных объяснений, но ключевая вещь заключается в том, что благочестивый – это значит угодный Богу. Это значит, человек ведет такую жизнь, которая нравится Богу. Бог смотрит, и у него вызывает это улыбку на лице. Ему приятно. Угодная Богу, вот это значит благочестивое. И именно об этом говорится в последней части стиха номер 11, в послании к Евреям, 12 глава. Сейчас мы прочитаем, обратите внимание. «Всякое наказание, когда совершается, оно, конечно, кажется не радостью, а печалью». Но, внимание, дальше.
но приносит потом плод мира и праведности тем, кого так поучали. Вы знаете, меня в детстве родители шлепали, но не так часто. Вот если посмотреть, мне кажется, что я заслуживал гораздо большего. И чаще всего это была мама, и она использовала два самых распространенных метода наказания было, это веник и тапочек. То, что попадалось под руку. И папа, я вообще не могу вспомнить, чтобы он меня наказывал, но, в смысле физически. Но он говорил всегда, когда я был маленький, мы жили в частном доме, и у нас было печное отопление. И он говорил, я сейчас возьму полено, надаю тебе по заднему месту, и потом будешь заноски вытаскивать. И я так живо себе это представлял, что мне уже и не надо было наказывать, потому что, когда ты берешь из заноски, я представлял, как это из мягкого места доставать, и это всегда имело, эффект. Еще одна фраза я помню, когда папа, он говорил, что я тебя сейчас сыплю по 1 число. И кто-нибудь слышал это вообще? Кто знает, что это означает? Я совсем недавно узнал, такое небольшое отступление. Вы знаете, до революции в лицеях были разрешены физические наказания. То есть учеников пароли розгами. И чтобы учителя они не злоупотребляли, потому что можно было пороть вообще за разные вещи. Каждое учебное заведение, оно устанавливало какое-то определенное количество раз, сколько можно было нанести ударов розгами. И если ученик делал что-то особенно выдающееся, и его пороли так, что всыпали ему всю отведенную меру за месяц, то это означало, что ему всыпали по 1 число. Он уже до 1 числа был освобожден от дальнейших наказаний. То есть можно было уже ходить свободно, дышать. Вот что значит всыпать по 1 число. В любом случае, вернемся к нашей теме. Когда меня шлепали, конечно, мне не нравилось. Но когда я вырос, я понимаю, что это дало мирный урожай в мою жизнь, вот этой праведной жизни. Когда ты вырастаешь, ты понимаешь, те, кого воспитывают, наказывают или наставляют, после понимают, что это хорошо жить благоугодной или благочестивой жизнью, то есть угодной Богу. Я вам могу упростить эту формулу вообще. Если ты не живешь жизнью, которая нравится Богу, то ты живешь неправильно. Еще раз. Если ты не живешь жизнью, которая угодна Богу, то ты живешь неправильно. Но если ты живешь жизнью, которая угодна Богу, тогда ты живешь правильно. Итак, мы прочитали, что же говорится в 11 стихе, в главе 12 послания Евреям, что цель воспитания, все, что мы делаем, цель того, когда мы наказываем ребенка, это для того, чтобы он имел в своей жизни плод мира и праведности. И помните, я говорил, что если мы наказываем ребенка, мы должны помнить, что это единственная причина, почему мы наказываем. Мы не наказываем его, потому что он вывел нас из себя, и мы разозлились. Мы не наказываем, чтобы отомстить ему или еще по каким-то другим причинам. Но это единственная причина, потому что мы хотим, чтобы в свое время, когда он вырастет, он стал самостоятельным, и он пожал вот этот плод мирной жизни и праведной жизни. Есть одна вещь, на которую я обратил особое внимание. Стих номер 10. Здесь говорится про наших земных родителей. Сначала. Те лишь, то есть наши земные родители, наши земные отцы, короткой земной жизни готовили нас, когда наказывали, и притом по своему разумению. В синодальном переводе написано, что родители воспитывали нас по своему произволу. Бог же знает, что служит нам во благо вечное и что делает нас сопричастными святости Его. И две вещи, на которые я обратил особое внимание в этом стихе. Первое заключается в том, что воспитание, которое дают человеческие родители, оно далеко не идеально. Такое воспитание, даже если ты самый лучший родитель в мире, оно все равно будет уступать тому воспитанию, которое дает Бог.
Когда я воспитывал своих детей, я делал лучшее, на что у меня хватало моих мозгов. Как я считал, будет лучше. Я знаю, что многие из вас, большинство, вы поступаете так же. Ты делаешь лучшее, что ты считаешь будет для них лучше. Но в этом-то и проблема. Мы, как люди, мы делаем все, что мы считаем, как будет лучше. Но наши знания, они ограничены. Мы не все можем знать. И правда заключается в том, суровая правда, что большинство из нас, они понятия не имеют, что же они делают, когда они воспитывают ребенка. И мы учимся по ходу дела. Мы надеемся, что мы овладеем этими навыками. Но у Бога нет таких ограничений, как у нас. Поэтому по сравнению с Богом мы ужасные родители. Но это не наша вина. Просто у нас есть ограничения, которых нет у Бога. На прошлой проповеди я делал отступление от темы, объясняя, почему Божье воспитание, оно совершенно. И почему мы, как люди, мы постоянно спотыкаемся и как будто бродим в темноте. Мы стараемся сделать все, как нам кажется, будет лучше. Если кто помнит вот эту часть проповеди, вы помните, и это очень важно, я поэтому сейчас также коротко повторю вот небольшую часть. Божье воспитание по отношению к нам сейчас, оно совершенно потому, что Бог, Он всеведущ. То есть это означает, что Бог знает все. И это означает, что Он знает не только, что будет в будущем, но Он также знает все возможные сценарии, что будет, если Он будет тебя воспитывать одним образом, и что будет, если Он будет тебя воспитывать другим образом. Другими словами, все возможные сценарии, как ты поступишь, что может произойти. Бог знает все. Более того, Бог знает тебя лучше даже, чем сам ты. Потому что часто мы не задумываемся, какие у нас там есть чувствования, какие у нас есть страхи. Но Бог знает. Бог знает, что мы чувствуем. Он знает все наши сокровенные желания. Он знает все наши страхи. И если мы делаем что-то не так, Бог знает, почему мы это сделали. Даже если мы сами этого не знаем. У вас бывало у кого-нибудь подобное, что вы что-то сделали, потом вы стоите в изумлении и говорите: я поверить не могу, что я это сделал. Или я понятия не имею, зачем я это сделал. Но у Бога есть понятие. Он знает, почему ты это сделал. Бог знает все. Еще раз, не только что произойдет в будущем, но все возможные сценарии. Он заранее знает, что если Он тебя будет воспитывать определенным образом, то результат будет один. Но если Он что-то изменит и внесет какие-то корректировки, то произойдет совершенно другое. Результат будет другой. Он знает все возможные исходы каждого сценария. Таким образом, у Бога есть возможность выбрать самый идеальный способ воспитания для тебя, чтобы добиться желаемого результата. Мы, как простые смертные, не можем позволить себе такой роскоши. Мы также говорили, что Бог, Он вездесущ. Это означает, что Он всегда и везде. Он может находиться одновременно в разных местах. Это за пределами нашего понимания. И чаще люди, они допускают, что да, Бог, Он вездесущ, и они не ограничивают Бога пространством, но они ограничивают Его по времени. Если кто помнит, мы брали некоторые места Писания, когда Иисус, Он говорил, что до того, как Авраам, он родился, я был и есть. И как такое возможно, да? Но другими словами, Бог, Он не ограничен пространством или временем. Он может быть во всех местах. И всегда Он присутствует и в прошлом, и в настоящем, и в будущем. Одновременно. Я понимаю, что это, особенно на жаре, не особо укладывается в черепную коробку.
Но если это так, только подумайте, Бог не просто знает, но Он видит в данный момент результат воспитания в будущем. Он видит, что произошло. Он знает, что происходит прямо сейчас. Но, как я уже сказал, мы, земные родители, не можем позволить себе такой роскоши. 10 стих из 12 главы Евреям, то, что мы читали. Еще раз. Земные родители лишь короткой земной жизни готовили нас, когда наказывали, и притом каждый по своему разумению. Бог же знает, что служит нам во благо вечное и что делает нас сопричастными святости Его. Бог знает, что нам служит во благо вечное, что нам будет хорошо для вечности. Он даже не мыслит категориями этой земной жизни. Он нас готовит дальше еще. Он знает, что будет хорошо для нас на века. Итак, мы коснулись того, что когда мы воспитываем или наказываем, или поучаем нашего ребенка, мы основываемся на наших ограниченных знаниях. И это может быть пугающая мысль. Я до конца не понимаю, я до конца не знаю, как воспитывать. А это живое существо. И у тебя только одна попытка воспитать его. Ты не можешь этого переделать. Ты не можешь все перечеркнуть и сказать, не получилось. Ничего, у меня еще один есть. Запасной вариант. Так не работает. Но смотрите, если мы предпримем определенные шаги, которые согласуются с Библией, которые согласуются со Священным Писанием, тогда, когда мы воспитываем нашего ребенка или наказываем его, мы будем делать это правильно в большинстве случаев. И даже если где-то и совершим ошибку, все равно результат будет правильным. Я касался этого, что Бог, Он хочет, чтобы мы делали правильные вещи в воспитании правильным образом и с правильным отношением. Но из-за того, что наши знания, они ограничены, часто мы не знаем, что нам делать в каждом конкретном случае. Но, родители, когда дело доходит до воспитания или наказания, если мы следуем библейским инструкциям, делаем что-то неправильно, если мы в чем-то ошибаемся, но мы делаем это правильным образом и с правильным отношением, я вам могу сказать, что, ребят, послушайте, 2 пункта из 3 – это уже неплохо. Это уже хорошо. И я покажу вам, почему это очень важно. Помните, я говорил вам, что 90% воспитания в семье – это создание благоприятной домашней атмосферы. Это создание благоприятной домашней обстановки. Даже если ты будешь совершать ошибки в воспитании, но ребенок будет переживать вот эту правильную атмосферу, это все покроет, все твои ошибки. Это очень важно. Вот следовать тем шагам, к которым я подхожу, это будет 5 шагов, которыми я хочу с вами поделиться. Важно, чтобы это вошло в ваши привычки. Знаете, есть такое понятие, как рутина. Чтобы это дошло до автоматизма, когда вот что-то происходит, и ты уже поступаешь определенным образом, не задумываясь. Нужно это применять, но всякий раз, когда вам приходится воспитывать или наказывать, наставлять своего ребенка, важно следовать этим шагам. Потому что если это станет частью вашей воспитательной рутины, это означает, что всегда, даже если вы что-то делаете и неправильно, но вы будете делать это правильным образом и с правильным отношением. И более того, я буду честен с вами и скажу, что на самом деле вы так хорошо узнаете своих детей, что в большинстве случаев вы будете делать и правильные вещи, и правильным образом, и с правильным отношением. Я уже вас достаточно заинтриговал или нет? Потому что, глядя на вас, кажется, что я вас усыпил наоборот. Итак, взбодритесь. Мы переходим вот сейчас непосредственно уже к новому. Мы закончили повторение всего. Шаги, которые вам необходимо предпринимать всякий раз, когда вам нужно наказать своих детей
вам нужно назидать или дисциплинировать их. И шаг номер 1, самый важный. Сделай паузу. Удели столько времени, сколько потребуется, чтобы убедиться, что ты собираешься наказывать ребенка с должным уважением и подходом к делу. И, знаете, есть еще одно, это не шаг, это правило. Очень важное правило. Оно очень созвучно с этим шагом, но на самом деле это две разные вещи, хотя они и связаны между собой. И это правило, оно гласит следующее. Никогда не наказывай ребенка в гневе. Позволь мне еще раз сказать. Не наказывай, не предпринимай каких-то дисциплинарных действий, когда ты разозлился, когда ты злой, когда у тебя гнев. Почему? Потому что в книге Иакова, 1 глава, 20 стих написано, что гнев человека не творит правды Божией. Когда ты гневаешься, когда ты разозлился, вот это и есть гнев человеческий или гнев человека. Бывает праведный гнев, да, и он может творить правду Божию, но давайте будем честны. Когда мы злимся, когда мы в гневе, в большинстве случаев, это неправедный гнев. Это гнев человеческий, который не производит того результата, той праведности, которой желает Бог. На самом деле, Бог специально предупреждает нас не делать этого. В Ефесянам 6 глава, 4 стих, где говорится о том вообще, в книге, если до этого, как мы должны подчиняться друг другу. Да, вы помните, там, мужья, любите своих жен, жены, уважайте своих мужей и так далее. И потом там родители должны, дети должны почитать родителей. И здесь смотрите, и вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. И вот здесь я бы, знаете, такую поставил звездочку и сделал бы сноску с пояснениями. То есть такой вот расширенный перевод этого местописания. О чем здесь говорится? На самом деле, вот здесь вот то, что не раздражайте, вот это слово, оно буквально означает, что не провоцируйте своих детей на гнев, не злите их, чтобы они не гневались. То есть звучит это так: отцы, не провоцируйте своих детей на гнев тем, как вы поступаете с ними. Лучше воспитывайте их в соответствии с учением и наставлениями, которые исходят от Господа. Вот это слово «раздражать» на греческом языке звучит как, я за произношение только не отвечаю, параргизо. И в буквальном переводе вот оно означает, что вызывать гнев, разгневать кого-то. Другими словами, вывести кого-то из себя. То есть до такой степени, что его трясти начинает. Или расстроить до такой степени, что он становится злой, такой озлобленный. Я не знаю, кто-нибудь делал такое вот в детстве, в школе? Когда, например, группа людей стоит, у нас у всех были такие шапки, сейчас таких уже нет, мы все ходили с большими меховыми шапками. И когда кто-нибудь подойдет, ты берешь, подходишь, хватаешь у кого-нибудь шапку, и он бежит, чтобы отнять свою любимую шапку, а ты ее тут же перебрасываешь кому-то другому, и начинается вот эта игра «а ну-ка, отними». И вот этот бедный ребенок бегает за своей любимой шапкой, а все остальные смеются, им весело, и они ее перебрасывают. Кто-нибудь делал так? Никого такого? Ну или с кем-нибудь такое происходило? Ну, то есть вам знакома ситуация, я уже думаю, это я где-то на Луне вырос, что у меня такое было, а у вас не было. Вроде в одном городе. Школы отличались, наверное. Да. Вы знаете, если ты парень, и это происходит первый раз, там, второй раз, у тебя возникает очень сильное желание подойти и дать кому-нибудь в ухо или в нос. Вот кто у тебя шапку выхватил. Я недавно мем такой видел. Отступление. Отец учит маленькую дочь и говорит ей: если тебя оскорбляют, унижают, бей обидчика лопатой по морде. Папа, ну я же девочка. Хорошо, можешь взять розовую лопату. Если серьезно, что я хочу сказать? Взрослый, он может постоять за себя. Но если ты как родитель
вызываешь, провоцируешь на гнев маленького ребенка, он ничего такого подобного сделать не может, потому что, иначе у него еще больше неприятностей будет. И мы можем поступать так, что ребенок будет расстроен, он будет раздражен. И даже если он не показывает своего гнева, это приводит к тому, что он ожесточается. Он просто затаит злобу такую. Поэтому Бог говорит, никогда не поступай так, когда дело доходит до наказания или воспитания, наставления. Я тебе скажу, что обычно это происходит, когда наказание, оно слишком суровое. Оно несоразмерно тому проступку, который совершил ребенок. То есть наказание, оно должно соответствовать тому преступлению, которое совершено. Вы понимаете? Суровость наказания. И ребенок это чувствует. Он сразу чувствует. Ему кажется, что это несправедливо. Ты со мной поступаешь несправедливо. Большинство бы других родителей, они бы так не поступили. Еще один такой, знаете, пример могу вам привести. Если вдруг ты поймал себя, увидел себя в такой ситуации, ты понимаешь, что ты шлепаешь своего ребенка, и ты приговариваешь в этот момент: «Я тебе говорил, никогда так не делай!» Вот это первый признак того, что тебе нужно остановиться. Скорее всего, ты в гневе, ты просто разозлен, и тебе нужно сделать паузу. Еще раз, мы касались этого. Никогда, когда ты в гневе, когда ты злой, не наказывай своего ребенка. Так нельзя делать. Остынь. Поступая таким образом, если ты в гневе, ты не добьешься праведности Божией, той, которую ожидает Бог. Бог нас так не воспитывает. Это несправедливо. Видите ли, гнев заставляет нас слишком остро реагировать. Гнев заставляет тебя делать то, чего бы ты обычно в нормальном своем состоянии никогда бы не сделал. Вы со мной? На самом деле, кто из вас знает, что гнев – это не первичная эмоция? Это вторичная эмоция. Есть несколько вещей, которые вызывают гнев. Например, страх. Сначала ты пугаешься, потом, когда страх проходит, ты начинаешь злиться. К тебе приходит гнев. Сейчас я пример приведу из своей жизни, потому что меня спрашивали, как вы поступаете. Примеры из вашей жизни. И я хочу вас спросить, никто никогда ребенка не терял в людном месте? Кто-то честный поднимает руку. Но первое, когда это прямо какой-то, знаете, большой магазин, большой парк какой-то, аэропорт, и ты понимаешь, что ребенка нет рядом. Первое, что тебе приходит в голову, наверное, его похитили или его могли похитить. Если мы его сейчас не найдем, мы больше его никогда не увидим. Потом, когда ты находишь ребенка, страх проходит, у тебя начинается гнев. Ты вообще о чем думала? Ты понимаешь, что ты можешь остаться здесь без мамы и без папы навсегда? Почему я говорю в женском роде? Потому что в нашей семье произошел такой случай с нашей младшей дочерью. Мы были в Корее в период Нового года, Рождества. И мы потеряли нашу младшую дочь в самом большом парке аттракционов, который есть в Сеуле, Lotte World. И на Рождество туда приезжает вообще вся страна. Сеул — это и так такая агломерация, где живет там, я не знаю, 90% населения страны. А на Рождество вся страна туда приезжает. Я такого никогда не видел ни до и ни после. Это очереди и люди, ты просто попадаешь в людской поток, и тебя куда-то несет. И ты не можешь никуда выйти, настолько так много людей. То есть веселье еще то, я вам скажу. Очереди по 40, по 50 минут на каждый аттракцион, чтобы достоять. И мы подходим. Интересная деталь. До этого мой брат младший умудрился потерять своего сына в международном аэропорту в Пекине. Если кто был, это один из крупнейших аэропортов в мире. И когда это с ним произошло, знаете, у меня было такое снисходительное отношение, такое:
Что за родители? Ну как можно потерять своего ребенка в аэропорту? О чем вы думали вообще? И вот мы теряем своего ребенка. Ну как теряем? Мы подходим заказывать еду, и высокая стойка, и как, ну, кто был в забегаловках в Макдональдсе, всякие чикен-бургеры там и так далее. Сзади высоко находится меню. И мы все стоим и смотрим на это меню. Все что-то заказывают, я оборачиваюсь, она просто взяла и ушла. Нету. Понимаете? И был страх, потому что вокруг сотни тысяч людей. Сотни тысяч. И ты понимаешь, что чужая страна, такая толпа народа, и можно потерять навсегда. Но потом, когда мы ее нашли, страх ушел, возникает гнев. Ты понимаешь, что ты можешь остаться здесь на всю жизнь. Будешь сидеть, кроссовки шить, пристегнутые к батарее. Ну, это то, что я сказал тогда. Но гнев здесь – это вторичная реакция, да, вторичная эмоция, которая возникла позже. Первая эмоция здесь – страх. Вернемся к нашей теме. Поэтому важно сделать паузу. Нужно взять столько времени, сколько вам нужно, чтобы убедиться, что вы собираетесь наказывать или воспитывать ребенка правильным образом, с помощью правильных средств и с правильным отношением. Послушайте, нет ничего плохого в том, чтобы заставить вашего ребенка ждать, пока он получит наказание свое. Другими словами, не обязательно реагировать немедленно. Не нужно. Вот прямо сейчас. И ты думаешь, что если я его сейчас, он потом забудет или еще что-то. Ну, сейчас мы говорим про детей, которые уже развили и обладают абстрактным мышлением. То есть те дети, которые уже подросли, достаточно взрослые, и они могут мыслить логически, они могут выстраивать причинно-следственные связи и размышлять. Но когда мы касаемся маленьких детей, которые пока еще обладают только предметным мышлением, тогда лучше реагировать немедленно. Ну, лучше делать сразу. Потому что маленький ребенок, он вообще потом забудет, и он не поймет, за что ты его наказываешь. Да? И также... Ну, в любом случае, ты никогда не должен делать этого в гневе. Мы это уяснили, да? Главное правило. Если вы не получали педагогического образования, не брали каких-то лекций, я вам еще раз объясню, что означает абстрактное мышление. Это когда человек, он уже может рассуждать и строить доводы, и что-то обосновывать, строить причинно-следственные связи. Ты не можешь... приводить логические доводы трехлетнему ребенку. Представьте ситуацию, если вы едете в автомобиле в соседний город. Дальнее путешествие, через какое-то время ребенок обязательно спросит: мы уже приехали? Сколько еще ехать? И ты ему отвечаешь: нет, мы еще не приехали, еще приблизительно где-то около часа. Через 5 минут: мы уже приехали? Сколько еще ехать? Ну, если учитывать, что ты 5 минут назад спрашивал, сколько приехать, то осталось где-то 55 минут. Для трехлетнего ребенка это вообще ничего не значит. Он не понимает, у него нет способностей. Он мыслит предметно. И нет никакого смысла говорить ему такие слова. Вот почему важно также научить наших совсем маленьких детей обращаться с опасными предметами. Мы реагируем в этот момент незамедлительно. В нашей семье мы прибегали к шлепкам. Всех 3 детей именно так мы и воспитывали. То есть, когда они только начинали ходить, вот только вот он, или еще ползать даже, он ползет куда-то, и там стоит чайник горячий, или кастрюля с кипятком на плите, или утюг мама включила, оставила, вышла, и он туда лезет к этому утюгу. Ты подходишь и говоришь: горячо, или нельзя. Что-то одно. Но, как правило, ребенок, он тебя игнорирует. Он дальше лезет и тянется, и тянется. И когда вот он уже этот момент, я обычно, в то время еще были газеты бумажные, я сворачивал газету
и шлепал тихонько по памперсу. И понятно, что это вообще не причиняло никакой боли ребенку, но сам эффект неожиданности, это просто пугало его, он вздрагивал, и он осознавал, что этого делать нельзя. Я не помню с кем, конкретно один из трех, я допустил как-то потрогать утюг. Ну, в том смысле, что я знал уже, я раз его потрогал, утюг горячий, но уже можно приложить к нему руку, он не нанесет ожога. И ребенок тянется, я говорю, нельзя. Он дальше тянется, говорю, горячо. Он такой тянется, говорю, ну давай, хорошо тогда. Руку приложил, тут же отдернул. И знаете, что произошло? Больше его рядом с утюгом никогда видно не было. И слово «горячо» понималось с первого раза. Маленький ребенок обладает предметным мышлением. Знаете, я не могу сказать своему маленькому ребенку следующую фразу. Папа поставил чайник на плиту. Да? Я зажег газ. Там происходит химическая реакция горения с большим выделением тепла. Чайник сделан из металла. Металл очень хороший теплопроводник. И он уже нагрелся. И если ты к нему прикоснешься, то ты обожгешь себе руку. Если я это буду говорить, то он 10 раз обожгется уже, потому что дети, они кажутся очень медленными, но они порой такие стремительные. Такие слова для маленького ребенка не имеют никакого смысла. Поэтому с детьми в таком возрасте ты реагируешь незамедлительно. Но когда ребенок уже достигает возраста, когда у него развивается абстрактное мышление, когда он может мыслить логически, он выстраивает какие-то цепочки, это то время, когда лучше сделать паузу перед наказанием. На самом деле, в большинстве случаев лучше, если вы будете наказывать не сразу. Когда ребенок делает что-то не так, то это будет лучше и для вас, и для него. Я не знаю, знаете вы это или нет, но Бог обычно делает паузу, прежде чем наказать нас. Прежде чем воспитывать нас, приводить к какой-то дисциплине, прежде чем встретиться с нами лицом к лицу и произвести какие-то дисциплинарные меры. Давайте мы посмотрим на книгу «Бытия», 3 глава, из 6 по 8 стих. Я собираюсь показать вам что-то очень интересное. Вы все знаете это событие, здесь описывается непосредственно грехопадение. Или как Адам и Ева, они согрешили, они ослушались Бога. И давайте почитаем. 6 стиха. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела. И дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что ноги. И сшили смоковные листья и сделали себе опоясанья. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая». Я хочу, чтобы вы обратили внимание, что с того момента, когда они согрешили, до того момента, когда Бог, Он встретился с ними лицом к лицу, прошло достаточное количество времени, что они смогли набрать фиговых листочков и сшить себе опоясание. Ну, фиговый, вы знаете, вот здесь, тут у нас что говорится, смоковница, смоквое или фиговое дерево, или инжир современным языком. Поэтому, кстати, вот фиговый листок, это вот отсюда, от грехопадения. Они сшили себе фиговые листья в опоясание, чтобы ими прикрыться. Потребовалось какое-то время на это. И Бог, Он ждал. И подразумевается, что Бог, Он ждал до вечера, чтобы с ними встретиться. Именно поэтому здесь в 8 стихе говорится, что это было в прохладе дня, то есть вечером уже, когда вся жара, зной спал. Именно поэтому большинство богословов приходят к выводу, что с момента грехопадения и до встречи с Богом прошло несколько часов. Теперь я хочу, чтобы вы подумали, представили, как минимум, Бог, будучи вездесущий и всезнающий, Он все прекрасно знал. Он все видел, как все произошло и как оно было. В прошлой проповеди я касался этого, да, что Давид,
говорил в псалмах, что Бог одновременно и далеко, и близко. Куда я пойду от Духа Твоего? Спущусь ли в преисподнюю? Пойду ли на небеса? И здесь Адам и Ева, они не видели Бога, но Бог, Он видел их. Он знал, что они сделали. Вы со мной? Он ясно видел и знал, что они сделали, и когда они это сделали. Смотрите, но Он сделал паузу, чтобы встретиться с ними лицом к лицу. Он прискочил в тот же момент, чтобы поймать их с поличным, когда они вот это яблоко грызут. Поэтому не нужно думать, что мы должны прямо вот немедленно наказать ребенка. Особенно это касается детей постарше. Это как раз тот случай, когда лучше поздно, чем рано. Возьми столько времени, сколько тебе необходимо, чтобы успокоиться, чтобы все сделать правильно, с правильным отношением. Я тебе обещаю, ты никогда об этом не пожалеешь. Но ты можешь очень сильно пожалеть, если ты будешь наказывать в гневе. Есть не так много вещей, о которых я сожалею, которые я сделал в своей жизни. Можно буквально перечислить. И одна из этих вещей, я наказывал ребенка в гневе. Я помню, я понял, что это неправильно вообще. Итак, первый шаг – сделай паузу, возьми время. Шаг номер 2. Постарайся понять, почему твой ребенок, он совершил проступок. Или почему он себя плохо ведет. Соответственно, чтобы это выяснить, ты не начинаешь с обвинений, ты начинаешь с вопросов. И я условно могу вам предложить, что вот есть, знаете, такие 3 «что». 3 вопроса. Первый вопрос. Что ты сделал? Ребенок должен осознать, он должен признать, что да, я это сделал. Ну, или что-то вот. Я ударил его. Я ударил брата. Или я разбил окно. Важно, чтобы он это понимал, за что вообще. Что ты сделал? Вопрос номер 2. Что, по-твоему, должно было произойти? Ну, или в простонародье этот вопрос звучит так. Ты о чем думал? Как ты думал, что произойдет, если ты будешь так поступать? Вопрос номер 3. Что ты хотел добиться этого? Вот с помощью этого последнего вопроса вы пытаетесь понять мотивацию ребенка. Другими словами, зачем ты это сделал? Внимание! На самом деле вот эти вопросы, они больше нужны ребенку, чем тебе. Понимаете? Вот в этом заключается процесс воспитания. Ребенок должен провести рефлексию, он должен понять, он должен осознать, что вообще происходит. И мы ему помогаем в этом. Задавая вопросы, мы не ищем для него оправданий, мы не ищем объяснений для его действий. Наша цель заключается в том, чтобы заставить ребенка задуматься о том, что он сделал, почему он это сделал. Чтобы он мог понять, что то, что он сделал, что это неправильно. И почему это неправильно? Вы понимаете? Именно в этом заключается процесс воспитания. Ребенок учится на своих ошибках. На своих греховных ошибках. И это также объясняет, почему Бог задавал вопросы Адаму и Еве, когда они вкусили от запретного плода, когда они совершили вот это грехопадение. Давайте мы продолжим чтение. Книга Бытия, 3 глава. Мы остановились на 8 стихе. Давайте прочитаем с 9 по 13 теперь. «И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: где ты?» Позвольте вас спросить. Вы действительно верите, что Бог не знал, где Адам находится? Вы знаете, что мне это напоминает? Кто-нибудь играл с маленькими детьми в прятки? Кто-нибудь играл? Процесс как начинается? Вообще, на самом деле, даже до того, как он пойдет прятаться, ты уже приблизительно знаешь, где он будет, потому что эти места, они приблизительно одинаковые. Он будет либо за шторкой, либо за диваном. Да? И ты стоишь, и ты считаешь, 1, 2, 3, 4, 5, я иду искать, кто не спрятался, я не виноват. Заходишь в комнату,
Шторка закрывает только верхнюю часть тела, снизу торчит туловище и ноги. Знакомо, да? Но ты все равно идешь и говоришь: а где же это он? Никто не видел. Где же Адам? Итак, Господь Бог воззвал к Адаму: где ты? Адам что отвечает? 10 стих. Он сказал: голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся. И сказал Господь Бог: кто сказал тебе, что ты наг? Внимание дальше. Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Когда Бог спросил, не ели ли они из дерева, с которого я запретил вам есть, Бог, конечно же, знал. Он видел, как они стоят и причмокивают. Помните, мы на прошлой проповеди говорили, что Божьи атрибуты – это всезнание и вездесущность, да, или всеведение и вездесущность. Да ты ел с этого дерева. Вы знаете, это вот тоже мне напоминает ситуацию. Заходишь в комнату, стоит торт, который мама состряпала и приготовила на день рождения, и весь торт покусан. И стоит ребенок, и у него крем вокруг рта намазан. Не ел ли ты, не кусал ли ты торта? Кто покусал весь торт, который должен был достоять до дня рождения? Адам сказал: вот здесь смотрите, жена, которую ты мне дал, она дала мне, и я ел. Это вообще просто классика жанра детская. Так сильно напоминает ребенка, которого ты вот поймал с поличным на что-то, да? На чем-то. Ему нельзя этого было делать. И ребенок сразу начинает переводить стрелки. Я вообще тут ни при чем, это он. И здесь Адам, он не просто переводит всю вину на женщину, но он еще и Бога в этом обвиняет. Ты же мне ее дал. Ну ты мне ее дал, дал. Она мне дала, и я съел. И сказал Бог жене, 13 стих, и сказал Бог жене: что ты это сделала? Жена сказала: змея обольстил меня, и я ела. Ева, она очень быстро учится, она, понимает, что муж, который должен стоять за нее, он делает из нее крайнюю. И она тут же, это все змеюка. Мне дала, и я ела. Знакомая ситуация, да? Ты заходишь в комнату, торт весь покусан, стоят двое детей, все обмазанные в креме, кругом крошки валяются, никто не виноват. Никто ничего не делал. Но всеведущий и вездесущий Бог, Он уже все знал. Он знал, что они сделали, почему они это сделали, и что это было неправильно. Послушайте, именно поэтому Он и задает им эти вопросы. Не для себя. Ему все понятно. Ты заходишь в комнату, и дети стоят, и торт покусан. Тебе все понятно, но они должны это осознать. Они должны отрефлексировать, что если мама полдня стояла и что-то делала для особенного случая, нельзя просто так прийти и все испортить и покусать. Суть не в том, что тебе жалко торта для него, а суть в том, что есть определенная дисциплина. Мама старалась для чего-то. Нельзя так делать. И ты задаешь вопросы для их блага, чтобы они поняли это. Мы не Бог, мы не обладаем всеведением, мы не обладаем вездесущностью. И зачастую, когда мы задаем вопросы, нам тоже нужно понять, почему ребенок, он совершил какой-то проступок. О чем он думал, что он хотел получить в результате, какая была его мотивация. И вот здесь нам помогут вот эти три вопроса. Еще раз я повторю, да. Номер 1. Что ты сделал? Номер 2. Что, по-твоему, должно было произойти? Или народная версия, о чем ты думал? И номер 3. Чего ты хотел добиться? Что ты хотел добиться? И с помощью этого последнего вопроса мы пытаемся понять мотивацию. Что побудило ребенка? Другими словами, зачем ты это сделал? И еще раз, хотите верьте, хотите нет, это больше для их блага. Это больше для них, чем для вас. Цель этих вопросов – заставить их задуматься, отрефлексировать,
осознать, что они сделали, почему они это сделали, и что это неправильно. Итак, второй шаг – попытаться подвести их к тому, чтобы они осознали, что тот поступок, который они сделали, он неправильный. Почему они это сделали, что они сделали, и что это неправильно. И ты должен, как родитель, в этом им помочь. Вы еще живые? Вам нормально? Мне просто тепло, так скажем, мягко. Вам вообще хорошо, нормально там вентилятор дает? Можно я поверну в свою сторону? Я вспомнил, у нас есть вентилятор. Он, может быть, кто-то думает, что он ничего не значит, но он значит. Куда? Итак, шаг номер 3. Тебе нужно тщательно обдумать последствия. Видишь ли, тебе нужно постоянно напоминать себе, почему, зачем ты наказываешь своего ребенка. Если вы помните, мы говорили, что цель воспитания – это воспитать ребенка самостоятельным и благочестивым. Вы помните? Если вы это помните, то тогда цель наказания, она состоит в том, чтобы твой ребенок, он усвоил, что греховное поведение, то, что ему нельзя делать, оно имеет негативные последствия. Но если он сознается, признание своего греха, и если он раскается в этом, то есть покаяние, оно ведет к прощению и к примирению с Богом. Вы со мной? Мы этого хотим добиться, мы должны донести эту мысль до ребенка. Что если он будет упорствовать в своем грехе, если он будет упорствовать в том, что он отказывается признавать, что он это сделал, или он отказывается, да, я это сделал, но что, нормально, он отказывается признавать, что это неправильно было, то тогда у этого есть негативные последствия. Но если он признается в своем грехе, если он раскаивается, то это ведет к примирению. Это ведет к примирению и с Богом, и это ведет к примирению между людьми. Давайте посмотрим на первое послание Иоанна, 1 глава, 8 стих. Я сейчас поясню, о чем я говорю. Я немножко отклонюсь от темы, но это необходимо. Итак, 1 Иоанна, 1 глава, 8 стих. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас». Может быть, время от времени, особенно последнее время, ты можешь слышать от кого-то фразу, которая кажется очень зрелой, очень христианской на первый взгляд. И звучит она следующим образом. Когда кто-то утверждает, что мы не грешники, мы праведники Божии во Христе Иисусе. Да и нет. Не совсем правильно. Мы являемся и тем, и другим. Мы и праведники во Христе, да, но мы и грешники. Мы находимся в состоянии течения, постоянного изменения. Кто-то может себе представить поток или течение. То есть значение этого слова, первое, да, это движение какой-то жидкости, например, река. Она течет, и в течении там постоянно все изменяется. Но другое значение этой фразы – это постоянные перемены какие-то. Все постоянно меняется, потому что мы находимся вот в этом течении. То есть мы находимся в состоянии перемен. О чем я говорю? Мы постоянно меняемся от того, что мы грешники, когда мы что-то согрешили, мы что-то сделали неправильное, к тому, что мы исповедуем наш грех пред Богом, и Он прощает нас. И после этого мы становимся праведниками во Христе. Вы следите за моей мыслью? Но в нас все еще есть Адамова природа. В нас все еще есть эта греховная природа. И мы снова совершаем грех. Вы понимаете, о чем я говорю? Смотрите, Иисус пришел, и Он положил начало Новому Завету. Но Новый Завет еще не исполнен до конца. Что я имею в виду? Он не будет исполнен до тех пор, пока Иисус, Он не придет снова и не вернется за своей церковью. И вот в тот момент, когда Он придет, твое тело, оно будет преображено.
Ты изменишься из смертного, подверженного тлению тела, в котором и содержится Адамова греховная природа, в нетленное, бессмертное, или как написано, прославленное тело. И прославленное, оно называется потому, что в нем больше не будет греховной природы, больше не будет Адамовой природы. Но до тех пор, пока Иисус не вернулся за своей церковью, вот в этот вот церковный период на земле, в которой мы живем, Новый Завет, он еще не исполнен, он не завершен. Я слышал такое интересное определение этому, это теология уже, но пока еще нет. Вот почему есть исцеление в искуплении Иисуса. Он совершил на кресте, но люди, они все равно умирают. Лазарь, он воскрес из мертвых, Иисус его воскресил из мертвых. Вы знаете эту историю, но сейчас он мертв. Его нет среди нас, его больше нет в живых. Почему? Потому что Новый Завет еще не исполнен до конца. Обратите внимание на то, что сказано, то, что мы прочитали. 1 Иоанна, 1 глава, 8 стих. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас». Я хочу обратить ваше внимание, что здесь обращение идет к христианам, не к неверующим людям. Правда заключается в том, что у нас все еще есть Адамова природа греховная. Но из-за того, что Иисус совершил на кресте, мы теперь имеем праведность Божию в нем. Но несмотря на это, что мы праведны при Богом в Иисусе Христе, мы все равно завидуем, мы все равно сплетничаем, мы говорим то, что мы не должны говорить, и мы делаем то, что мы не должны делать. У нас зачастую неправильная мотивация. Вы понимаете, о чем я? Когда мы так поступаем, Дух Святой, Он обличает нас. И что же нам делать тогда? Давайте прочитаем следующий стих, 9, первое послание Иоанна, 1 глава, 9 стих. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Послушайте внимательно. Последствия за проступки ребенка должны быть не с целью возмездия. Слово «возмездие» все понимают значение? То есть возмездие – это наказание, которое происходит в качестве мести за какие-то неправильные действия. Другими словами, сейчас я с тобой поквитаюсь. Сейчас ты у меня получишь. Когда кто-то грешит против тебя, и ты хочешь с ним поквитаться, вот что такое возмездие. Ты хочешь мести, ты хочешь отомстить. Когда мы наказываем своего ребенка, это не делается с целью отомстить ему. Не делается с целью возмездия. Мы зашли в магазин, и ты опозорил меня публично. Ты устроил там концерт, сейчас мы выйдем, вернемся в машину, и ты получишь свое. Не-не-не, не так. Да, мы придем в машину, но возмездие не возмездие. Вы понимаете, о чем я? Итак, как для верующих родителей цель наказания должна заключаться в том, чтобы дети, они усвоили, что греховное поведение имеет последствия. Но исповедание своего греха и покаяние ведет к прощению и примирению с Богом. Для того, чтобы научить детей, что греховное поведение имеет негативные последствия, еще раз, наказание, оно должно быть соразмерно проступку. Но конечная цель должна быть в том, чтобы они покаялись, чтобы они раскаялись в содеянном, и они искали примирение. Мы должны воспитывать или наказывать ребенка, исходя из любви, потому что мы хотим для него как лучше, а не исходя из гнева или злости. Аминь. Итак, шаг номер 4. Всегда настаивайте на устных извинениях. И я бы даже сказал на расширенной версии устных изменений. Чтобы ребенок, он приносил устные извинения за свое поведение в качестве вот такой формы
исповедания. Другими словами, я просто пример приведу. Вот удивительная вещь, мы всегда это делали в семье, и я тогда еще не думал про библейский смысл всего этого, но после того, когда все вот произошло, и ты, например, наказал ребенка, или до того, но ты всегда ему говоришь: ты понимаешь, что ты сделал? Понимаю. Что ты сделал? Ну, торт съел. Ты понимаешь, что не жалко торта тебе? Но мама, она старалась, она готовилась. Завтра придут люди, и она хотела вот там для них что-то сделать, и теперь его нет. Это было правильно? Нет. Что было неправильно? Понимаете, там не должны быть односложные ответы. Ребенок должен проговорить это. Должна быть рефлексия, он должен сказать: это было неправильно, что я съел торт. Важно, иди проси прощения. Не передо мной проси прощения, перед мамой. Такой: прости. В смысле прости? За что прости? Прости меня за то, что я съел торт. У меня всегда, кстати, было такое вот отношение по поводу, знаете, такое по отношению к маме. И особенно, наверное, с сыном. Можно было простить многие вещи, но какая-то грубость в сторону матери, какое-то неуважение мной пресекались беспощадно. То есть ты должен маму почитать. Иди проси у нее прощения. Я больше так не буду. Что ты больше так не будешь? Надо, чтобы он сказал: я больше не буду есть торт. Позвольте мне объяснить вот кое-что. Когда мы исповедуемся в своей грехе пред Богом, что значит исповедание? Мы с Ним не спорим. Мы не пытаемся оправдать наши действия. Мы не привносим какое-то оправдание, что то, что мы сделали, оно было правильно. Но мы соглашаемся с Ним в том, что то, что мы сделали, оно было неправильно. И мы нуждаемся в Его прощении. Именно поэтому Бог ожидает от нас исповедания. Он хочет, чтобы мы согласились с Ним в том, что то, что мы сделали, это было неправильно, это был грех. Чтобы мы перестали утверждать, что то, что мы сделали, это было хорошо. Это было нехорошо, это было плохо, это было неправильно. И Бог говорит, что я надеюсь, ты согласишься со мной, ты перестанешь спорить. Я обвиняю тебя, потому что то, что ты сделал, это было неправильно. Да, мне там сказали. Вообще не важно, кто что говорит, важно то, что у тебя в сердце. Позвольте мне кое-что вам показать. Давайте вернемся к первому посланию Иоанна, 1 глава, 8-9 стих. Я покажу вам то, о чем я вам говорю. Еще раз прочитаю. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас». Потому что на данный момент у нас все еще Адамова греховная природа. И она никуда не денется, она не исчезнет, пока Иисус, Он не вернется за нами. До того момента у нас все еще есть Адамова природа. Дальше, 9 стих. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Смотрите, слово «исповедаться» на греческом это «homologeo» звучит. Это сложное слово, которое состоит из двух слов. Первое – это слово «homo», это прямая транслитерация нашего как «гомо». Например, гомосексуалист – это человек, которого привлекает тот же самый пол в сексуальном плане, да? И слово «гомо», оно как раз и означает, что, в переводе в дословном, то же самое. Это то же самое. Слово «логос», «homologeo», это, если в глаголе, это «говорить». Поэтому исповедовать в буквальном смысле, в дословном, это означает, что говорить то же самое. Мы явно затянули, у детей, видимо, уже закончилось, да? Все. Я старался. Чуть-чуть осталось. Итак, исповедаться – это значит говорить то же самое. Мы соглашаемся с Богом, что Он говорит, что то, что ты сделал, это неправильно. И ты соглашаешься с Ним, и ты говоришь то же самое. Вы понимаете? Если ты признаешь свой грех, ты перестаешь с ним спорить.
и говорить что-то, что то, что ты сделал, оно было правильным. Ты говоришь, что я согласен с Богом. То, что я сделал, было неправильно. Ты говоришь, Господи, я не собираюсь с тобой спорить. Ты прав, пожалуйста, прости меня. И вы знаете, в 9 стихе мы только что прочитали. Он, будучи верен и праведен, простит нам все грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Поэтому, когда ты упорствуешь и говоришь что-то, нет, я этого не делал, нет, не так, потом говоришь, да, Господи, прости, это я. И Бог говорит, наконец-то. Иди ко мне. Вы знаете, конечная цель исповедания – это то, чтобы мы могли примириться с Богом. Вся суть исповеди, она заключается в этом. Примирение с Богом. И то же самое, знаете, вот по отношению к Богу мы говорили, но это касается также и когда мы совершаем какой-то грех против другого человека. То есть процесс исповедания и покаяния, он также применим к таким проступкам, к таким грехам. Да, я исповедуюсь Богу и раскаиваюсь, но потом я должен пойти и примириться с этим человеком, против которого я совершил какие-то действия. И я вам скажу, что это гораздо труднее, чем исповедоваться Богу. Почему? Потому что когда я Богу исповедуюсь, там только я и Бог. Больше никто ничего не знает. Но если я поступаю неправильно по отношению к другому человеку, Бог говорит, молодец, передо мной исповедался, теперь иди и с тем человеком все разреши. Обратите внимание на местописание Матфея 5 глава, 23-24 стих. Иисус говорит здесь следующее. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь дар твой перед жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Ого! Господи, так не хочется идти и перед кем-то извиняться, примиряться, вот это вот все. Но ты знаешь что? Это хорошо и для тебя, и это хорошо и для этого человека. Почему? Потому что это принесет единство и примирение. Хочешь, чтобы был со всеми мир? Тебе нужно это делать. 5 шаг и последний, и мы уже заканчиваем. Всегда заканчивай примирением. Любое наказание, любое наставление, оно должно заканчиваться примирением. Когда я наказывал своих детей, когда они уже были постарше или даже когда они были совсем маленькие, после того, всех этих процедур, когда они все осознали, они все это проговорили, они там извинились. Маленьких я обычно брал на руки, прижимал к себе и говорил, папа любит тебя. Но больше так делать нельзя, это опасно. Или там в зависимости от ситуации. Когда они уже были постарше, и мне приходилось кого-то наказывать ремнем, это было нечасто. За исключением первого ребенка, может быть. На самом деле это было нечасто. Но в конце я всегда говорил, после тех же самых процедур, когда там извинения, ребенок все осознал, я всегда говорил, мир? Мир. Я не отпускал просто так ребенка, пока он искренне, я находил какие-то слова, была какая-то коммуникация, я хотел ему донести, что я тебе не враг. Ты понимаешь, я тебя сейчас наказываю не потому, что я тебя бью. Я вынужден это сделать, потому что я тебя люблю. Я его отпускал только после того, как он говорил, да, все нормально. Итак, в конце всегда ищи примирение. Воспитание, оно по определению подразумевает, что будет наставление, будет дисциплинирование и будет наказание. Не бывает воспитания без этого. Еще раз, это одно и то же слово. В том месте Писания, которое мы смотрели, Евреям 12 глава. Но конечная цель в этом. И неважно, делает ли это Бог по отношению к нам, когда Он наказывает, или мы это делаем по отношению к нашим детям. Но вся суть в том, чтобы подойти к моменту примирения. Поэтому после наказания
Я всегда старался, если маленького, то взять на руки как-то, чтобы он почувствовал, если я его только что наказывал. Еще один совет такой, я это не писал, но как-то сейчас вспомнил. Не наказывай ребенка рукой. Ребенок не должен бояться тебя. Он не должен бояться твоей руки. Желательно, чтобы это был вообще какой-то один предмет. Я выбрал, помню, тогда вот ремень особенный. Он был широкий такой. И не в том смысле, чтобы широкую площадь доставать. Но я обычно шел, там была пряжка такая, и когда я его брал, уже было понятно, всем было слышно. Он висел в определенном месте на двери, ты его берешь, и уже всем слышно. И уже это просто производило эффект. Что всем, если еще они не слышали, я его брал, вот так вот делал, что я взял ремень. То есть часто даже и наказывать не надо было. Ты уже просто приходишь, там уже все уже убрано, все сидят по струнке, все нормально. Но не нужно наказывать своей рукой. Поэтому если у тебя какой-то предмет, если ты им, например, наказал, но после этого ребенок должен понимать, что ты его любишь, и вам нужно примириться. Сейчас важное место такое, знаете, я всегда говорил, да, что я люблю тебя, но несмотря на это, знаете, последствия проступка ребенков, они все равно оставались в силе. Это все равно будет. Что я имею в виду? Например, если я лишил ребенка выхода на улицу, все, ты гулять не пойдешь. Он извинился, мы примирились, все нормально. Мир, мир. Но наказание, оно остается в силе. Почему? Кто-то может спросить, какой смысл? Помирились же вроде бы, все. Вы знаете, именно так устроена жизнь на планете Земля. Взрослая жизнь. И нашим детям это нужно усвоить. Что всегда есть последствия за твои действия. Ты не сможешь вот так безнаказанно что-то наделать и потом просто заболтать это. Одна из самых сложных ситуаций вообще вот в жизни пастора. Со мной один пастор делился, слава Богу, у меня такого не было. Но когда приходит молодая девушка, и она говорит, что пастор, у меня с моим парнем был секс, я беременна. Вы можете помолиться, чтобы Бог он прекратил эту беременность? Нет. Если ты пьешь алкоголь, садишься за руль, едешь куда-то и попадаешь в аварию, и не дай Бог кто-то погибает, ты можешь спросить, простит ли меня Бог? Конечно, Бог тебя простит, но ты все равно сядешь. Тебя посадят, но Бог тебя простит. Я хочу вам озвучить один принцип. Если делаете заметки, можно записать, либо посмотреть потом. И он звучит следующим образом. Мы можем быть прощены Богом и примириться с Ним, но мы все еще будем расплачиваться за земные последствия своего греховного поступка. Я вам такой пример приведу. Это пример. То есть, если бы я, например, изменил своей жене, если бы, потому что я не изменял ни разу ей, не изменяю, но если бы, простил ли бы меня Бог? Конечно, Бог бы простил. Может быть, даже жена моя меня простит. Простила бы. Но мне все равно пришлось бы оставить церковь, передать ее кому-то. Потому что я не имел бы тогда больше дальше морального права стоять здесь и что-то говорить. Последствия они все равно будут. Вы понимаете? Итак, давайте подведем итог. 5 шагов, которым нужно следовать каждый раз, когда вы наказываете, знак равно, наставляете, знак равно, дисциплинируете своего ребенка. Практикуйте это, пока это не станет рутиной, не дойдет до автомата. Первый шаг – сделай паузу. Если ребенок уже достаточно взрослый, возьми столько времени, сколько необходимо, для того, чтобы убедиться, что то, что ты будешь делать, то, как ты будешь наказывать, это будет правильным образом и с правильным отношением. Шаг номер 2. Постарайся понять, почему твой ребенок, он сделал это. Тебе нужно задавать вопросы. И это больше для его пользы, чтобы он отрефлексировал. Но также для тебя это тоже будет полезно, потому что ты не Бог, и ты не знаешь всей мотивации своего ребенка. Шаг номер 3.
Тщательно обдумай, какие будут последствия для ребенка. Наказание должно быть соразмерно проступку. Шаг номер 4. Обязательно настаивай на устных извинениях в форме исповедания. Ребенок должен извиниться. Тебе нужно пойти и попросить у него прощения и сказать, что я больше не буду тебя бить. Ребенку нужно делать это. Если бы всех взрослых христиан, которые есть в церквях, учили бы этому в детстве, у нас бы в церкви не было бы расприй, ссор, слухов, сплетен и многого-многого другого. Шаг номер 5. Всегда заканчивай примирением. Мир. Последствия все равно будут. Но между нами мир. Между нами все хорошо. Еще раз послушайте. Бог ожидает, что мы будем делать правильные вещи, правильным образом и с правильным отношением. Но когда дело касается воспитания, в Евреям 12 глава, 10 стих, нам говорится о том, что мы, как земные родители, часто не знаем, мы совершаем ошибки. Но если мы будем следовать вот этим 5 шагам, скорее всего, мы будем делать это правильным образом, даже если мы в чем-то ошибемся. И мы будем делать это с правильным отношением. И это имеет решающее значение. Помните, я говорил? Покроет все. Твоему ребенку нужно учиться. Поэтому, когда ты наказываешь, твоя мотивация, или ты не говоришь ему, сейчас тебе будет больно. Не в этом суть, не в этом цель. Он должен научиться, что ты это делаешь, потому что ты любишь его. Ты хочешь для него лучшего. Но также привить ему, что в жизни есть последствия для любых поступков. Если ты натворил каких-то дел в школе и тебя исключили из спортивной команды в школе, я не пойду туда разбираться, если ты действительно в этом виноват. Ты поступил неправильно, и теперь ты сталкиваешься с последствиями. Позвольте мне сказать следующее. Бог простит тебя за все. Но это не означает, что тебе не нужно будет расплачиваться за последствия здесь на земле. Так устроена жизнь. Как я иногда детям говорил, когда они уже подросли, добро пожаловать во взрослую жизнь. Почему? Потому что Бог, Он установил закон сеяния и жатвы. Что посеет человек, то и пожнет.